Я хотел бы, чтобы мы сегодня продолжили вместе с вами размышлять о жизни одного очень интересного человека, царь Давид. Мы несколько историй коротенько очень взяли. Я думаю, вообще нам надо записать, наверное, на YouTube уроки от царя Давида и чему-то учиться от этого человека. Я сегодня хотел бы с вами поговорить об одной очень известной истории, которая записана во второй книге Царств. Я думаю, если сейчас я начну ее читать, вы вспомните сразу же эту историю. Это вторая книга Царств, 11 глава. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели очень под неожиданным углом на всю эту историю и сделали бы для себя какие-то выводы и чему-то бы научились от этого человека. Знаете, так говорят, мудрый человек учится на ошибках других. Глупый учится на своих ошибках. Но я не знаю, по себе могу сказать, что я больше глупый, чем мудрый. Потому что иногда видишь ошибки других людей, и ты не способен сделать выводы, пока сам не вляпаешься в какие-то вещи, которые тебя чему-то учат. Но давайте мы будем мудрыми. Особенно вот эти вот истории, связанные с Давидом, его уроки, которые он проходил, я думаю, это основополагающие, жизненно важные уроки, которым нам не стоит учиться через свою собственную жизнь, через свои собственные падения. Давайте научимся этим вещам у Давида. Хорошо? Готовы вы? Итак, я хотел бы, чтобы вы открыли в своих Библиях, если у вас Библия далеко, вот у нас под рукой есть Библия, вторая книга Царств, 11 глава, с 1 стиха. Я хотел бы, чтобы мы, как я уже сказал, взглянули на эту историю совершенно под другим углом. Весной, когда цари идут на войну, Давид послал Иоава со своими приближенными и всем израильским войском, и они нанесли поражение аммонитянам и осадили главный город Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды вечером, поднявшись с постели, Давид прогуливался по крыше своего дворца. С крыши он увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красива, и Давид послал разузнать о ней. Посланный сказал: это Версавия, дочь Илиама и жена Хета Урии. Тогда Давид послал людей, чтобы привести ее. Она пришла к нему, и он лег с ней. Она только что очистилась от своей ежемесячной нечистоты, затем она вернулась домой. Эта женщина забеременела и послала сказать Давиду: я беременна. Тогда Давид отправил Иоаву приказ: пришли ко мне Хета Урию. Иоав послал его к Давиду. Когда Урия пришел к нему, Давид расспросил его об Иоаве, о войнах, о ходе войны. Затем Давид сказал Урии: ступай домой и омой ноги. Урия вышел из царского дворца, а вслед за ним понесли царский подарок. Но Урия лег спать у входа во дворец со всеми слугами своего господина и не пошел к себе домой. Когда Давиду сказали: Урия не пошел домой, он спросил его: разве ты не после дороги? Почему ты не пошел домой? Урия сказал Давиду: ковчег, Израиль и Иуда находятся в шатрах, и мой господин Иоав, и все люди моего господина находятся в открытом поле. Как же я могу пойти домой, чтобы есть, пить и спать со своей женой? Верно, как и то, что ты жив, я не сделаю подобного. Тогда Давид сказал ему: оставайся здесь и сегодня, а завтра я отправлю тебя обратно. Урия остался в Иерусалиме в тот день и на следующий день. По приглашению Давида он ел и пил с ним, и Давид напоил его до пьяна. Но вечером Урия вышел, чтобы лечь спать на своей циновке со слугами своего господина. Он не пошел домой. Поутру Давид написал Иоаву письмо и отправил его с Урией. В письме было сказано: поставьте Урию там, где будет самое яростное сражение, и отступите от него, чтобы он погиб. Когда Иоав осаждал город, он поставил Урию там, где, как он знал, были самые сильные защитники. Когда горожане вышли из города и сразились с Иоавом, некоторые воины из войска Давида пали, Хет Урия тоже был убит. Иоав послал Давиду подробные известия о битве. Давайте здесь остановимся. Суперизвестная история. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели сегодня с другого ракурса на то, что здесь описывается. Я хотел бы, чтобы мы вернулись вверх этой главы и прочитали, что же было в самом начале. Весной, когда цари идут на войну, Давид послал Иоава со своими приближенными и всем израильским войском, и они нанесли поражение аммонитянам и осадили
их главный город Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Знаете, вот когда мы читаем самое начало с 1 стиха, когда мы читаем эту историю, то, что произошло, мы видим, что Давид – это человек, который вел совершенно сумасшедшую жизнь. Сначала он долго скрывался, он был преследуем очень долго. Вокруг были враги бесконечные, с которыми он воевал. Вся его жизнь – это одна сплошная битва. С врагами извне, с врагами изнутри. И этот человек, я думаю, к своим 40-50 годам, он был измотан вещами, которые происходили вокруг него. Это был человек, который для себя решил, что ему нужен отпуск. А главный военачальник остался дома. И знаете, мы не можем его осуждать за то, что он остался дома. Скорее всего, вся его жизнь, она подвела его к тому, что он был просто уставший, измотанный, замученный человек. И все, что он хотел на тот момент, это остановиться и отдохнуть от всего, что было на тот момент в его жизни. Знаете, друзья, я хотел бы, чтобы мы научились одному уроку вот из того, что здесь написано. Каждый из нас на протяжении своего пути мы заняты какими-то делами, мы заняты бизнесом, мы заняты служением, мы заняты какими-то вещами, которые рано или поздно начинают нас изматывать. И сам Бог за то, чтобы мы учились, или мы были бы способны, или бы мы умели правильно отдыхать. Каждому из нас, мы люди, мы так созданы, мы должны научиться правильно отдыхать, для того, чтобы восстанавливать свои силы для новых свершений, для новых подвигов. Знаете, самая, наверное, сложная вещь на протяжении времени, когда ты следуешь за Христом, ты служишь Христу, ты параллельно созидаешь какие-то вещи в семье, ты занят добычей денег, ты занят тем, другим, третьим. Самая сложная вещь – это все оставить, это остановиться и просто дать своему сердцу отдохнуть. И мы здесь читаем, Давид – это все оставить, это остановиться и просто дать своему сердцу отдохнуть. И мы здесь читаем, Давид, он не был способен отдыхать правильно, он не умел отдыхать правильно. Вопрос у меня, есть здесь люди, которые умеют правильно отдыхать? И это, друзья, на самом деле это начало или залог нашего долгосрочного успеха или будущего успеха. Так или иначе, когда мы бежим за Христом, мы все вовлечены в добычу денег, мы все вовлечены в постройку нашей семьи. Большинство из нас, мы вовлечены в созидание церкви, в созидание тела Христа. И мы приходим иногда к такому моменту, что нам просто все надоело, мы от всего устали. С кем это бывает? Я думаю, я говорю сегодня в ваши сердца. Знаете, когда я был начинающим верующим, мне было 18 лет, учился я в библейской школе тогда. Я помню, приехал один парень, но он был не парень, это был уже мужчина ближе к 50 годам со своей женой. Даже не помню сегодня, как его звали. И, знаете, я был новообращенный человек. Я хотел перевернуть для Христа все, что я видел на своем пути. Я хотел, чтобы вся моя страна покаялась. Я хотел, чтобы десятки моих друзей, они пришли в церковь. Я был просто одержим желанием для того, чтобы что-то Божие совершалось вокруг меня. Постился, молился. Я учился в этой библейской школе. Я помню, приехал этот мужчина, и он там проповедовал какие-то вещи. И однажды он дошел до момента, когда он стал говорить о том, что каждый служитель Божий должен научиться отдыхать. Каждый служитель Божий должен научиться такому моменту, когда он проводит время вне своего служения, даже, может быть, вне какого-то своего окружения, к которому он привык. И он начал рассказывать о вещах таких, знаете, совершенно для меня, как мне на тот момент казалось, душевных. Он говорит, так классно, когда ты выезжаешь на природу, ты любуешься природой. Я сижу, думаю, о чем этот чувак несет вообще, что он говорит? Какие-то вещи, которые ты слышишь сегодня, они начинают внутри тебя выстреливать, или ты начинаешь их понимать по прошествии какого-то времени. И потом ты приходишь к моменту, когда, например, ты устал от людей.
Ты устал от всего, что вокруг тебя происходит. Ты просто устал эмоционально от огромного стечения каких-то людей, их проблем, их нужд, их переживаний. Ты постоянно за кого-то молишься, что-то решаешь, о каких-то вещах ты несешь ответственность. И ты вроде бы, как тебе кажется, особо ты ничем, как бы кажется, и не занят. Но твое сердце постоянно находится под каким-то напряжением. Однажды ты можешь от этого устать и сломиться. Каждый из нас, мы так или иначе, мы заняты тем, что мы добываем деньги. И это бесконечный процесс, это процесс, который невозможно остановить. И каждый раз, когда внутри ты понимаешь, что ты устал уже от этого, что-то внутри тебя подстегивает и говорит, не дай Бог, ты сейчас остановишься, возьмешь какой-то перерывчик, конкуренты убегут вперед, и потом ты их никогда не нагонишь. Каждый из нас, мы иногда осознаем внутри своего сердца, что мы попадаем вот в это состояние, как белки в колесе, и мы бежим по кругу, и мы занимаемся какими-то вещами. И вот здесь Бог нам говорит, остановись и отдохни. Знаете, вот сейчас у нас настают такие вот рождественские, новогодние каникулы, все будут отдыхать. Но что такое отдых для большинства людей? Я когда неверующий был, я помню вот эти вот толпы подростков, которые ходили, и они напьются, и они говорят, сегодня мы отдыхаем. И знаете, они отдыхали так, что потом 2-3 дня они в себя приходили после этого там отдыха, в котором они находятся. И сейчас люди продолжают так отдыхать. Сейчас начнется Новый год, многие будут напиваться, нажираться, объедаться до такой степени, что потом 2-3 дня надо им в себя приходить, потому что у них там удар от этого оливье там, по печени, у кого-то удар по печени от количества выпитого. И люди вроде бы отдыхали, а ближе к рабочей неделе новогодней, или там, постновогодней, они приходят на работу совершенно разбитые, не отдохнувшие, а наоборот вымотанные или измотанные. Иногда я себя ловил на мысли, что вот, например, меня зовут куда-то поехать отдыхать, например, в горы. Я в последнее время отказываюсь от этого. Почему? Потому что я знаю, сейчас уеду в горы, я буду там день отдыхать, и потом мне еще 2 дня надо, чтобы отдыхать от отдыха. Понимаете вы, о чем я говорю? У нас есть такой тип отдыха, который не отдых вовсе. Многие из нас, мы привыкли к тому, что делал здесь Давид. Он же тоже не был способен отдыхать, он не знал, как ему отдыхать. Поднявшись вечером с постели, Библия говорит, Давид прогуливался по крыше своего дворца. Что он там пытался найти? Когда он поднялся на крышу своего дворца, я думаю, это был самый высокий дом в его городе. Это был царский дворец. И он вышел посмотреть, что происходит в Иерусалиме. Мы многие точно так же отдыхаем, друзья. Согласитесь, вечером ты пришел уставший с работы, что делать? Телек включу, новости посмотрю. Давид тоже вышел новости посмотреть. У него все начиналось простенько, банально, с новостей. Мы же многие точно так же, мы понимаем, что у нас есть интернет-зависимость, и потом мы сами себе говорим, ой, да я сейчас открою просто вот Яндекс новости немножко почитаю. И потом ты ловишь себя, что новости на Яндексе, новости на Фейсбуке, надо посмотреть, что происходит у друзей в Инстаграме, надо немножко заглянуть в ТикТок, надо туда заглянуть, сюда заглянуть. И потом ты понимаешь, что все эти новости, они тебе еще больше жизнь утяжелили, сделали ее более невыносимой. Потому что обязательно газовый вопрос возникнет, что там у нас с коронавирусом сколько людей умерло, кого посадили, кого ГКМБ повязал в очередной раз. Все это через твое сердце проходит. И вместо того, чтобы отдыхать, ты такой ночью даже уснуть не можешь. Думаешь, и такой ближе к утру ты уснул, тебе в 7 утра вставать, и ты просыпаешься никакущий. Потому что вчера ты наотдыхался с новостями. Давид же тоже, он не умел отдыхать. У него не было, к сожалению, хобби. Знаете, я когда только покаялся, там был молодой верующий, вот это слово хобби, я думал, это вообще для вот этих вот плотских христиан хобби. Для старушек, вот они там вышивают, сидят. Там... Вот эти старикашки там на своих этих москвичах едут на речке, рыбачат. Знаете, друзья,
Это просто люди, вот те, кто хобби имеют. Простите меня, конечно, может быть, у нас у большинства-то хобби нет. Но вот эти вот люди, которые имеют хобби, они что-то знают в отдыхе. Потому что они понимают, что на самом деле настоящий отдых – это не просто 3 дня лежать в кровати и выключить просто свой телефон, чтобы ни от кого звонки не получать. На самом деле самый лучший отдых – это когда ты способен переключиться с какой-то обыденной работы, которую ты делал в течение года, на какие-то другие вещи. Я хочу вас призвать, друзья. У нас 2 недели, там до 9 числа официально в нашей стране будут выходные. Я знаю, что кто-то занят бизнесом, и вам не до выходных. Наоборот, у вас самое время, там вы будете зарабатывать деньги. У кого там, может быть, ваша работа, ваш род деятельности не зависит от наших государственных праздников. Но я тебе хочу сказать, вот сейчас, с сегодняшнего дня, хотя бы до 2 числа, сделай что-то для того, чтобы тебе отвлечься от всего того, чем ты занимался в течение года, и нормально отдохнуть, подготовить свое сердце к совершенно новым свершениям, которые Бог приготовил для тебя в 2022 году. Знаете, одно дело, когда ты заходишь в 2022 год замученный и измученный. Другое дело, когда ты заходишь настроенный и заряженный, отдохнувший, бодренький. Ты понимаешь, что сейчас мое время, и я буду достигать тех целей и того, что Бог обещал для меня. Друзья, я хотел бы, чтобы вы сегодня задумались. Вот предстоят у нас выходные. Я хочу попросить вас сегодня подумать, как вы можете вот для себя, для души провести это время для того, чтобы вам отдохнуть. Может быть, ты устал от количества людей в своей жизни. Может быть, тебе самое время выехать куда-то в Нарынскую область, там куда-нибудь на Джайлоу. Я понимаю, там все замело снегом. Я понимаю, может быть, самое время куда-то уехать, я не знаю, там, в квартиру твоих родителей, куда-нибудь в Майлысу, и просто закрыться там, и поклоняться Богу, проводить время с Богом, пить чаек и разговаривать с Богом в течение там нескольких дней. Просто читать Библию и ничем не заниматься. Знаете, я поймал себя на мысли. Мне очень нравится, вот я, например, мы с женой как-то последний раз отдыхали в Турции, мне очень нравится отдыхать в Турции. Вы спросите, почему именно в Турции? Да все равно где. Лишь бы меня там никто не знал, лишь бы до меня никто не дозвонился. Лишь бы я просто мог, знаете, вот мы как-то раз вечером сели с ней, вот здесь море, там садится солнце, и вот мы сидим вдвоем. 2 вот этих вот шезлонга. Детей нет, внуков нет, проблем нет. Церковь там кто-то чего-то делает в церкви. Там проблемы, они остались в Бишкеке. Мы уехали просто в другую страну. Мы абстрагировались вот от всех существующих проблем, кучи каких-то нужд. И мы просто сидим вдвоем, смотрим на это море, на это солнце, которое садится в море. Я просто держу ее за руку. И мы ни о чем не разговариваем. Пьем там апельсиновый сок. Даже не кофе, апельсиновый сок. И знаете, и вот этот вечер, он вроде бы ты ничего не делал, ты просто сидел тупо смотрел на море, ты сидел тупо, как тебе кажется, убивал время. Но это самое лучшее время для того, чтобы восстановиться изнутри, переосмыслить. Ты сидишь, смотришь вроде бы на море, ты видишь свою жизнь. Ты сидишь, смотришь на это солнце садящееся, ты смотришь и видишь свои какие-то проблемы, ошибки, и ты находишь решение какое-то новое. Вот в этих моментах, когда мы останавливаемся, и мы от своих постоянных трудов, мы просто отвлекаемся, мы занимаемся чем-то совершенно другим. Это хорошее время отдыха нашей души. Это хорошее время отдыха нашего сердца. Некоторые далеко идут, конечно, в отдыхе. Они говорят, я во время отдыха, я там не читаю, не молюсь. Но это как бы я не об этом, друзья, вы же понимаете. Я говорю об отдыхе, который будет тебя поднимать и вдохновлять. Об отдыхе, который принесет тебе новые силы. И это, конечно же, ты, например, утром начинаешь читать Библию. Ты просто не для того ты ее читаешь, чтобы в воскресенье пересказать кому-то, рассказать кому-то какую-то проповедь. Ты читаешь для своего сердца, чтобы сделать свою душу счастливой в Боге.
Это и есть настоящий отдых. Когда ты никуда не бежишь, когда тебе не надо никуда ехать, никуда идти. Поэтому, друзья, подумайте, как вы можете 7 или 5 дней хотя бы провести вот этих вот наших рождественских каникул с пользой для себя и с каким-то, знаете, с перезагрузкой определенной, для того, чтобы войти бодряком в 22 году и видеть новые победы от Бога Всемогущего. Слышите, о чем я сегодня говорю? Может быть, вы шокируете своего мужа, если вы сейчас соберете вещи свои и скажете: ладно, все, я в Нарын к своим родственникам, возьмешь и уедешь. Причем в Нарын, нарынские-то они на Рождество сюда приедут. А ты договорился заранее, говоришь, дом-то у вас свободный? Свободный. Хорошо, давайте поменяемся, вы ко мне в квартиру, я к вам в дом. Знаете, я недооценивал это, наверное, никогда, но, наверное, самые прикольные дни, которые я запомнил, когда вот я путешествовал в Россию. Вы спросите у меня, какие вот были, например, так как я езжу всегда по служению по какому-то, вы спросите у меня, какие были самые прикольные времена, когда вот ты ездил, как там служил, кто-то исцелялся, что-то происходило. Знаете, я не это вспомню. Я вспомню, как я приезжал в один и тот же город постоянно. Это город советский, там живет мой старый друг, его тоже Денис зовут. И мы общались с ним, я служил у них там в церкви, в репцентре. Но самое классное время было, когда он мне говорил: Денис, поехали завтра на рыбалку. Я не рыбачил по много лет. Я не занимался рыбалкой много лет. И знаете, что такое город советский? Это Ханты-Мансийский автономный округ. Это Западная Сибирь. Там в то время, когда я приезжал, было 30-35 градусов, 20, это вообще тепло, если 20 градусов мороза. И он говорит: поехали на подледную ловлю. И я помню, мы приезжали с ним на какой-то ручей, бурили там эти лунки. Знаете, там на меня надевали какие-то полушубки, шапки, валенки, мне давали какие-то меховые вот такие перчатки до локтей. И мы там бурили эти лунки, общались о чем-то. У меня руки червя на крючок насадить не могли, потому что они настолько одеревенели от мороза. Я просил этих братьев, приспособленных к морозу, чтобы они мне этого червячка насаживали. Я вроде бы приезжал обратно вечером, весь обмороженный, весь замученный, как мне казалось, но счастливый, как слон. И знаете, каждый раз, когда я вспоминаю про этот город, у меня этот город ассоциируется с подледной рыбалкой. И вроде дурацких там ёршиков этих достаешь. Они там, знаете, можно пойти в магазин и на 1000 рублей 50 килограмм этих ёршиков купить спокойно. Но ты счастлив от того, что ты дурацкую маленькую рыбку вытащил. Что-то внутри тебя, оно перестраивается. Ты забываешь проблемы, заботы. Ты отдаешь как будто бы всю свою жизнь с нуждами, с проблемами, заботами в руки Бога. И ты занимаешься вот этим маленьким счастье приносящим для тебя хобби. Давид, бедный человек, вся его жизнь это войны, вся его жизнь это битва, вся его жизнь это постоянный какой-то труд, это постоянная какая-то работа. Он был просто не способен отдыхать правильно. Он не умел отдыхать. Все, что он мог, знаете, он был подобен нам. Вышел новости посмотреть. А мы же точно такие же. Сначала Яндекс новости смотрим, потом то, что партнеры Яндекса предлагают. А потом раз, и мы попали, уже на Версавию глядим в интернете. Кто-то на Версава глядит, кто-то на Версавию глядит, у каждого свое. Знаете, этот парень даже, я думаю, не понял. Он ходил, новости собирал, что в Иерусалиме нового, а тут раз женщина купается. И он мог бы сказать, это она такая вот, зачем? Да, она не на крыше купалась, он с крыши ее в бассейне увидел. Может быть, там маленькая ванна стояла, у нее был единственный шанс. Вечером она думала, слава Богу, все мужики ушли на войну, никто меня не увидит, вышла искупаться. И знаете, а потом беда. Потом беда. Потом мы читаем, что произошло. А произошло просто непоправимое. 3 стих, если мы будем читать, это история. Что-то, знаете, что-то с ним случилось, и Давид послал разузнать о ней. Зачем? А мы такие же. Да остановись ты уже, все, на Фейсбуке, давай, все, остановись.
Нет, я еще хочу посмотреть, какие там передачи ночные остались по телеку. Остановись, братан. Нет, а вот тут какая-то вот тетенька в Инстаграме красивая выскочила. Хочу посмотреть, что там на ее страничке происходит. Остановись. Давид послал разузнать о ней. Посланный сказал это Версавия. Ну здесь остановись. Дочь Элиама и жена Хета Урии. Вот здесь точно надо остановиться. Все. Все, вот здесь надо уже... А друзья, знаете, мы многие думаем, ну кто там такой Хет Урия? Хет Урия, это был известный человек в стране. Я думаю, Давид лично его знал. У них были близкие отношения. Потому что если вы откроете 23 главу, если не ошибаюсь, там описываются 30 героев Израиля того времени. Вы в этом списке найдете Хета Урию. Это был герой Израиля. Я думаю, из рук Давида он получал награды. Они сидели на победных тоях вместе. Они знали друг друга лично, потому что это всего лишь самое близкое окружение Давида. Это победители, которые родились в этой пещере Адаламской, про которую мы говорили. Это был близкий человек. Слушайте, вопрос сразу, как ты мог, Давид? Что с тобой было не так? Что близкого человека... имущество, или, скажем так, то, что принадлежит близкому твоему, зачем ты попытался это забрать? А вот здесь, когда начинается вся эта история, у меня вопрос к вам. То, как вся эта история разворачивается, то, как все это происходит. У меня вопрос к вам. А не подонок ли Давид вообще? А не ошибся ли Господь, называя его, что это мой человек, это поклонник, это человек, который является человеком по сердцу моему. Посмотрите, что этот человек натворил. Знаете, этот человек, он не остановился на тем, что он просто переспал с чужой женой. Он не остановился на том, что, например, он решил хитрым таким способом замять это дело. Он вызвал с войны Хета Урию и хотел подсунуть жене. Хотел сделать вид, что это он приходил с войны, с женой переспал, и вот у них там ребеночек родился из-за этого. Он даже на этом не остановился. Когда этот человек, у которого вот это чувство долга, чувство патриотизма было просто зашкаливающим, он говорит, я не могу пойти в дом и там спать со своей женой, когда Израиль на войне, когда ковчег на войне, когда царь мой переживает о войне. Он же искренне думал, что у Давида сердце болит о войне. Он говорит, я не могу в это время развлекаться. Патриотизм у этого Хета Урии зашкаливал просто. И он отказался от встречи со своей женой, лишь бы при дворце с Давидом быть. И потом, последнее, что он делает, он говорит, ладно, не захотел так, по-хорошему, иди на войну. И звонит ребятам в штаб, говорит, сделайте так, чтобы враги его покарали. Сделайте так, чтобы там какая-нибудь женщина на него жернов скинула с крепостной стены. И так и произошло. А знаете, сблудил с чужой женой. Хотел все это замять. Хотел все это вот такими всякими способами. Братан, может быть, 100 баксов дам, ты будешь молчать. Не получилось. Тогда нанял этих киллеров, нанял этих людей, лишь бы, знаете, вот нет человека, нет беды, нет человека, нет проблем, нет человека, нет вопроса. Все, вопрос закрыт. И он на самом деле успокоился. И знаете, вот когда мы читаем вот про эту темную сторону жизни Давида, наверное, вот здесь описывается самая черная страница вообще всей истории жизни Давида. Мы начинаем внутри думать, забывая о себе, мы начинаем думать, ну как он мог? Вот кто первый раз читал эту историю про царя Давида, и вы думали, ну как? Ну как? Как ты мог, Давид? А кто из вас о себе когда-то, когда вы делали какие-то вещи себе самим неприятные, или думали о каких-то вещах, и ловили себя на мысли, и вы думали о себе, блин, я кто вообще? Знаете, друзья, второй урок, первый урок, нам нужно научиться отдыхать. И пусть вот эти рождественские новогодние каникулы у нас будет время для того, чтобы правильно отдохнуть, с Богом отдохнуть. Второй урок, которому мы должны научиться, что все мы имеем темную сторону.
Все, без исключения. Да, эта темная сторона называется в Библии плотью. И у каждого из нас, например, вчера я следовал за Христом, вчера я жертвовал для Христа, любил Бога. Сегодня будет выбор, жить мне по духу или жить по плоти. А плоть наша, она не отличается от давидовской плоти. Те же самые похотливые идеи, те же самые хитромудрые схемы, те же самые злые идеи о людях, уничтожить, убить. Нет человека, нет проблемы. Все то же самое. Мы из той же самой плоти сделаны. На самом деле, сегодня каждому из нас нам нужно научиться одному уроку. Если ты упал в 2021 году, или в 2020, или до этого времени, ты должен понимать, что причина этому не люди, не дьявол, не бесы, а всего лишь твоя плоть, которой ты в тот момент покорился и за которой ты последовал. Если вдруг тебе твоя плоть, она предлагает какое-то решение, это темная сторона твоей жизни. От тебя, от самого зависит. Не надо удивляться, что плоть тебе что-то рассказывает. Не этому надо удивляться. Надо просто внутри своего сердца быть настроенным и готовым вместе с Богом сделать правильное решение в пользу света. Итак, у каждого из нас есть темная сторона. У каждого, без исключения. Мы приходим сюда, и знаете, у нас есть такая дурацкая история. Мы очищаемся в Боге. Кто из вас очищается в Боге? Я тоже много лет очищался, а потом приходит момент, и ты думаешь, я столько очищался, откуда эти мысли злые? Откуда? Вот я еду за рулем, и у меня там просто баран. Как? Я же сегодня молился, я поклонялся Богу, я любил этих людей, я благословлял Кыргызстан. Откуда это? Откуда эти мысли? Когда ты, знаешь, вот сначала в новостях в этих, потом ты в Инстаграме, в Фейсбуке, потом ты залез дальше. Откуда эти мысли о Версавиях возникают? Это не от того, что ты подлец и подонок, а от того, что у тебя все еще существует плоть. Друзья, самый красивый, прекрасный день в моей жизни – это когда я наконец-таки умру. Я избавлюсь, апостол Павел так говорил, я избавлюсь от этой ненавистной, грешной плоти, которая заставляет меня делать то, чего я не хочу. Я хочу, он говорит, доброго, делаю злое. Я не хочу злого, а все равно моя плоть толкает меня на это. И он говорит, кто избавит меня от этого? Господь мой Иисус Христос, когда я встречусь с Ним во время смерти своей. Друзья дорогие, я хочу вас вдохновить сегодня. Вот эти вот люди, от которых мы учимся, эти люди со страниц Писания, они сегодня наши учителя, они нас чему-то учат. Нам не надо говорить, ой, Давид подлец. Знаете почему? Потому что завтра мы можем оказаться в подобной ситуации. Да, может быть, там не будет Версавия, но у каждого из нас есть своя какая-то знаете, темная сторона, слабая сторона, на которую давит наша плоть. Сейчас Новый год, и ты там начинаешь осуждать. Вот эти алкаши ходят, затариваются там, по ящику водки покупают. Ла-ла-ла-ла-ла. Потом в один прекрасный момент пришел куда-то на тойчик, тебе говорят, братишка, давай за здоровье молодых. И ты думаешь, да ладно, один фужер шампанского, ничего страшного. Некоторые так начинают Новый год по красоте. Один бокал шампанского, ничего страшного. И забывают то, что Ефесянам написано. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. И он начинает с этого бокала шампанского, и потом через 2 дня находит себя в постели у другой женщины. Вчера осуждал этих алкашей. Вчера осуждал этих баранов, вчера осуждал вот этих, вчера вот это делал. Знаете, я научился одной простой вещи. Когда ты кого-то осуждаешь за какие-то моменты, будь готов, что завтра ты попадешь в подобную ситуацию. Как часто я ловился на мысли. Знаете, я езжу по дорогам, я стараюсь не пересекать двойную сплошную. Кто из водителей тоже так ездит? Старайтесь, молодцы. Однажды я еду и там возмущаюсь, говорю, вот мы там в России жили, там за двойную сплошную, лишение прав. А у нас вот так вот, налево, направо эту сплошную, вообще с ней не считаются. Да вообще нас учили, что двойная сплошная, это вот такая стена, которая вот знаете, вот. И я такой прям весь возмущенный, весь такой та-да-да.
Потом, помню, я мусор вывожу. Мы жили на Кольцевой. И там такая мусорка интересная. Ты выезжаешь, она слева у тебя. А чтобы налево повернуть, там надо двойную сплошную пересечь. Чтобы развернуться, надо вот к этой мусорке подъехать. Она вот вроде бы рядом, а подъехать надо двойную сплошную пересечь. И я думаю, да я по-быстрому. Мы же все вот по-быстрому пакости делаем. Я про маленькие вещи говорю, я просто не рассказываю, может быть, о себе что-то там невероятное. Но мы все подобны. Знаете, вот я по-быстрому выехал, пересек эту двойную сплошную, и откуда ни возьмись 2 джигита с мигалками. И знаете, и не надо рассказывать, что менты у нас там подлецы, подонки. Они красавцы. Слава Богу за нашу власть, которая стоит, не напрасно носит меч, а носит меч, чтобы вот этих вот, кто нарушает и кто создает проблемы, чтобы наказывать их. И они такие, иди сюда. И я такой, знаете, как заяц, перед 2 этими львами такой, ну там, сорян, я там понимаю. Много лет назад это было. Но для меня это был урок. Я отъехал оттуда, и я думаю, слушай, Денис, ты так каждый раз бахвалился, что двойная сплошная, это стена, ты через нее не ездишь. На, получи, болтун. И мне так стыдно стало. Друзья, сегодня у каждого из нас есть какая-то темная сторона нашей жизни. Нам не надо ее бояться. Нам не надо, вот когда приходят темные мысли, злые мысли, какие-то похотливые мысли, мысли какие-то, знаете, которые вообще не соответствуют нашему статусу Сына Божьего. Когда эти мысли приходят, не этого надо бояться. Потому что этим мыслям все еще можно сказать: во имя Иисуса пошла вон Версавия. В этот момент ты все еще можешь отвернуться от нее. В этот момент ты все еще можешь остановиться. Даже когда ты послал гонцов за Версавией, ты можешь их отозвать, сказать: братан, я пошутил, я извиняюсь, все будет по-другому, возвращайтесь. Не надо нам Версавию. Ты все еще можешь остановиться. Но страшно, когда мы просто в омут этой темной стороны кидаемся, мы бросаемся туда, мы в этом живем. И все, о чем мы думаем, лишь бы ближние об этом не узнали. Лишь бы Денису в церкви не рассказали. Лишь бы меня вдруг не отлучили за мои дела. Лишь бы вдруг со мной не перестали общаться после того, что я натворил. Друзья, не этого нам, как я еще раз говорю, надо бояться, что мысли из этой темной стороны, из нашей плоти приходят. Нам надо бояться просто пойти на поводу у этой плоти. Нам надо просто сегодня быть теми людьми, которые бодрствуют. Как апостол Павел говорит, бодрствуйте и молитесь. Если даже вы стоите сегодня, не бахвальтесь тем, что вы стоите, а просто берегите свое сердце, чтобы вам не упасть в эту темную сторону. Нам не надо бояться каких-то страшных мыслей. Нам не надо бояться, что в 2022 году ты будешь кого-то хотеть как-то неправильно назвать. Нам надо бояться пойти на поводу этого и начать это делать. Мысли – это всего лишь мысли, которые ты можешь остановить. Но дела, к сожалению, знаете, что страшно в делах? Дела, они несут определенные последствия. Если вы откроете 2 книгу Царств, там начиная с 13 главы, последствия того греха, который сделал Давид. Ребенок умер. Другой его ребенок восстал против... А сначала там была история такая, что другой его ребенок изнасиловал 3-го его ребенка. 4-й ребенок убил того 1-го, а потом он восстал против отца. Началась гражданская война. А последствия всего вот здесь, в 11 главе. Это последствия всего лишь. Начало вот здесь, в 11 главе. Друзья, нам надо бояться сегодня нашей темной стороны или наших каких-то неправильных поступков, наших неправильных свершений со страхом Божьим. А страх Божий – это когда я внутри понимаю, за все придется рассчитываться, за все придется расплачиваться. Я не хочу такой страшной расплаты, как это было в жизни Давида. Знаете, я не хочу сегодня каких-то последствий, каких-то вещей, свершений в моей жизни, потому что я понимаю, что есть поступки, которые никто не узнает, но расплата все равно придет.
И многие люди сегодня не понимают, что он сегодня втихаря делает какие-то вещи, расплачиваться будет завтра здоровьем. Сегодня втихаря делает какие-то вещи, расплачиваться будет завтра разбитой семьей. Сегодня втихаря делает какие-то вещи, завтра своих детей потеряет навсегда. Сегодня втихаря делает какие-то вещи, завтра в бесконечных долгах и вылезти оттуда не может. Друзья, это и есть настоящий страх Божий. Давайте мы сегодня, вот в эти предновогодние, построждественские дни, мы хорошо отдохнем, мы настроимся на победы. И в течение следующего времени мы будем понимать, 2022 год у нас создан для того, чтобы мы побеждали, в том числе нашу темную сторону. Чтобы мы жили на стороне света. Чтобы даже когда эта темная сторона по имени плоть, она наседает и говорит, тебе надо так сделать. Ты просто все равно занимаешь правильную позицию и говоришь, нет, нет, нет. Я знаю, что правильно, то, что правильно написано в Писании. И я буду покоряться тому, что правильно. Друзья, давайте этот год посвятим тому, чтобы нам жить на стороне света, видеть последствия этого света, видеть результаты этого света. Если вдруг были какие-то вещи, которые вы делали вместе со своей плотью, за которые вам стыдно, просто самое хорошее время оставить это в 2021 году. Сказать, Бог, это было неправильно. Господь, это вещи, за которые мне стыдно. Я не хочу больше так жить. Покайся в этом, оставь это и беги сегодня со светом Господним за Христом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.